так скажем, проекция, что мы будем пиздеть все на русском, башкиртілі болмайшақ, татар тілі болмайшақ, біз өзіміздің тілін ұнатамыз. Бұлай ол білесіз всего лишь такой кухонной, так скажем, атрибутикой. Мы будем разговаривать по душам на кухне, на своем языке и вспоминать, что когда-то у нас была азбука, и не говоря о том, что когда-то у нас были мехтепля, школы там, скул, ну, keine шуля. Как это, блин, не знаю, на немецком или как на норвежском. Короче, школы не будет. Не будет книг, не будет нашего языка и так далее. И как раз сегодня высказывался после вот этого эфира Габасова, мысль приходила о том, что если мы сейчас не встанем хотя бы против, как говорится, своего, так скажем, вот этого языка теряния, людей теряния и так далее, то мы вообще пропадем. Поэтому наша задача сейчас, в первую очередь, размножаться. Башкортостан с Татарстаном минимум должен быть, как сегодня где-то говорил, по 20 миллионов минимум. Понимаете, нам нужно, как говорится, поднять свой, так скажем, человеческий баланс. Баланс Башкортостана, если кто где-то слышал, 1,5 миллиона башкортов вроде бы, а татар 8 миллионов, да? Это же пиздец же. Если в Узбекистане, в моем, да, высшем, так скажем, где я родился, 37 или там 38 миллионов сейчас, понимаете, неизвестно, ну, под 40-ку. А у нас в такой богатой стране Башкортостане и Татарстане полная жопа. Вы понимаете, что ну, я не хотел этим сказать, что Узбекистан бедный. Нет, Узбекистан тоже богатый. Имеется в виду, блядь, нахрен, имеем мы столько бабла, мы сливаем эти бабло, нахуй, в Москву, и тем самым мы нихуя у нас нету, блядь, людей даже, блядь. Поэтому, ну, я считаю, что, блядь, это полное, нахуй, обрусение. Может, они где-то есть, недочетанные еще башкорты и татары, где-то там блуждают по всей России. Ну, их хз, кто считал, кто не считал. Но явно, блядь, вот это 1,5 миллиона внутрь, наверное, оно входит, блядь. И 8 миллионов татар тоже внутрь, наверное, входит. Я не знаю, блин. Вот на земле сколько их всего? Ну, от силы оба, наверное, будут нации 10 миллионов. Допустим, 10 миллионов. Все. Все, блядь, на все про все, блядь, 10 миллионов. Ну да, вы можете сказать, я в тот день высказывался о том, что в Дагестане, блядь, там есть такие, что там 50 человек, блядь, нация, 100 человек, 1000 человек, все, нация. Да, может и такое есть, но у них тоже тот же косяк, у них то же самое, та же проблема. Не лучше нашей. Нет школ, нет языка и так далее. И из-за этого, если мы дальше больше будем вот такой демагогией жить, идти на войну любую, где сказали узкожопые, идти туда, идти сюда, нахрен, если мы вот так постоянно будем идти, то мы точно, нахуй, блядь, в дальнейшем не останемся. И тут, блядь, будет заселять, я не знаю кто, блядь, наши земли. И теперь, я к чему это? Наша задача теперь брать курс, если вы не идете воевать, нахуй, берем курс, нахуй, на размножение. Минимум, блядь, каждый должен в своей семье иметь по 5 детей, минимум. По исламу 4 автоматом, как говорится, женщина, если четверых родит, попадает в рай, как говорится, ну, значит, не меньше 5. Вот и все. Один так, как говорится, подарок, как говорится, семье. Вот по 5 человек из семьи. И в итоге, короче, в течение 10 лет мы, может, наберем приличную, так скажем, сумму. Я не считал, конечно, сколько это будет. Ну, примерно я говорю. Если мы вот по таким тематикам пойдем, как раз таки это будет расселение всех земель Башкортостана, расселение земель Татарстана и тем самым расширение наших, так скажем, блядь, преимуществ. Что нам нужно будет, блядь, дома, нам нужно будет, нахуй, социальное все, блядь, обеспечение. Это, получается, доение той же страны Москвы. Значит, получается, все это бабло будет оставаться в Башкортостане. Или, второй вариант самый хуёвый, оно, как говорится, будете вы жить в нищете, если будете молчать. И вы будете, нахуй, деградировать, как говорится, цыганский табор, блядь, где, как говорится, будете жить вы конкретно, блядь, нахуй, такой, блядь, состояние, что, блядь, ну, подобие, нахуй, я не знаю, блядь, не дойдете, конечно, до Индии, до Бангладеша, наверное, ну, как, примерно, нищете, блядь, как, не знаю, в самом Афганистане, допустим, блядь, примерно вот такая нищета у вас будет. Но, зато много людей будет. Но, и это, блядь, не проблема, блядь. Третье, что будет, блядь? Может быть, вот этот и даст толчок, когда мы начнем размножаться, даст толчок нормальным там внутри мужикам проснуться против Москвы. Понимаете, блядь? Но, по идее, конечно, не хотелось бы вот эти инстанции проходить, блядь, всякие вот эти ебанутые инстанции. Хотелось бы сейчас вас разбудить и сейчас, как говорится, уничтожить Москву, и тем самым уже потом спокойно, независимо в Башкортостане, как я всегда говорю, что Башкортостан заберет все земли свои, Пермь, Коми, все это мы отожмем, блядь, у них. И вот, забрав все эти земли, спокойно жить по всему периметру, нахуй, большого участка Башкортостана, живи и наслаждайся жизнью, блядь. Хоть 5 рожай, хоть не рожай вообще, похуй вообще. Главная задача забрать, как говорится, свое и, получается, откинуться, в конце концов, блядь, от этой московской, блядь, нахуй, вот этой субстанции, блядь, этих уродов, блядь, которые, получается, гнобят нас в течение 500 лет. Примерно так. Давайте продолжим читать, о чем тут люди говорят. Ну, вот закинули мне сюда новость. Прочитаем. Хорошая идея для Трампа. 20 лет войны в Афгане обошлись США 2,3 триллиона долларов. Это официальная оценка университета Брауна. Как насчет того, чтобы потребовать эти деньги обратно у талибов? Хорошая сделка могла бы получиться. Тут только приходит одна мысль у меня. Если он потребует как бы деньги, но это как бы намек дает этот какой-то канал Максим Мирович, намек тому, что Трамп требует у Зели денег, блядь. Понимаете? Я в тот день только высказывался в ТикТоке, в Ютубе не говорил, о том, что Зеля должен купить у Трампа оружие. Ну, кстати, сегодня сказали, что типа кто-то пропиздошился, потом не, такого не было. Уже непонятно, кто-то сброс делает, непонятно уже, верить нельзя уже новостям. Типа Трамп заморозил продажу Зеленскому оружия. Другие говорят уже за весь день, который я слушал новости, говорят, нет, уже как бы все это замяли, все нормально. Поймите одну вещь. Сейчас я не с Украины, но у меня родственники в Украине живут. Я бы так сказал бы, если, допустим, я был бы с Украины. Я сказал бы, вот как из Башкортостана, я вам просто, как говорится, говорю. Зеленский должен нахуй послать этого Трампа, это раз. Не надо нахуй унижаться. Не хочет он, блядь, давать оружие. Пошел он нахуй. Купить у японцев оружие. Купить у тех, у кого вы еще не покупали. Че, блядь, места нет, что ли, блядь, купить? Это жопой жуй, блядь. Сегодня только вот, я читал где-то, потом, может, наткнемся, накрыли, с контакта вытаскивал, накрыли, блядь, нахуй, оружейку, блядь, нахуй, в Татарстане. Уже люди в Татарстане купят оружие, блядь. Кто они были, я не знаю, русские или татары, но, по крайней мере, ебаный в рот, там боеприпасы нашли. Если уж боеприпасы и там, блядь, нам в Россию зайти боеприпасы, я не думаю, что мы без них останемся. Но к нему надо зайти, ну ладно, это другая история. Но тут цель, суть.
утереть нос этому старому маразматику нахуй, то, блядь, этот Путин мозга нам ебал нахуй в течение 3 лет, блядь. Теперь этот гнида пришел, блядь, вы поймите, одну вещь поймите, украинцы. Вам ближе мы будем, блядь, мы, не американцы эти ебаные янки, блядь. Мы будем ближе, блядь. Почему? Я вам это обосную, я вам 1000 раз говорил. Почему я всегда против идут Турции, блядь, Эрдогана нахуй сраного. Это как раз сопоставимо и нам, и вам. Кто нам близко? Казахстан. Но в Казахстане своя жопа, блядь, там, пока не разбериха. Но все равно нам Казахстан ближе. Если бы, допустим, за Челябинском были бы все территории бурятов, буряты нам ближе были бы. Но не явно нахуй, нам американцы не были бы близки. Поймите одну вещь. Таким образом, украинцы должны понять. Сейчас вам срочно, вот это я давно не говорил, что вот вспомнил как раз сейчас, срочно нужно достучаться, я хочу вот достучаться, стрим сделать с кем-нибудь, чтобы мой эфир услышал весь мир. Вот дайте мои контакты, блядь, дайте меня, познакомьте с кем-нибудь, с Украиной, я говорил, я даже в ТикТоке везде написал, чтобы с Украиной я дал эфир. Украина должна, Зеленский точнее, сейчас должен посмотреть внутрь пидорасии, сказать, чеченцы, давайте оттуда начнем, Дагестан, татары, башкирты, помогите. Даже не помогите нахуй. Просто дайте меня. Я скажу вместо Зеленского, если даже Зеленский не хочет унижаться, смотреть на ту сторону, хуй с ним, я готов унизиться за свой народ, блядь. Мне похуй, мне там, блядь, нахуй. Это не унижение, во-первых, блядь. Это если в таком смысле размышлять, если там Трамп как девочка обижается на Зеленского, блядь, то там прям свои какие-то прихоти, нахуй, этих пидоров, нахуй, старых маразматиков. Поэтому, исходя от этого, наша задача сейчас разбудить внутри этот ваш Ишпентель, вот это, блядь, Штемпельмен, блядь, как это называется это слово, нахуй, аульский, нахуй, я не знаю такие слова, блядь. Короче, вот это, сука, правительство ебаное, разбудить везде и сказать, что регионы России помогут Украине. Только нас надо запустить внутрь. Понимаете? Нас запустить только по моим тактическим делам. Мы идем, блядь, брать Крым, мы идем на свои территории. Потом идем разъебывать Москву. Вот наша задача. Вот по такой тавтологии, блядь, нахуй, мы действовать будем. Мы не идем сразу, нахуй, там, на вашу, блядь, вот это мероприятие, которое там вы ебачите 3 года. Нам это не надо. Нам, как говорится, в первую очередь, войти в Федерацию, чтобы этого ублюдка, нахуй, узкожопого, нахуй, Путлера, нахуй, взять врасплох. Вот наша задача. Поэтому, если Украина сейчас очнется конкретно, и как-то вот, я не знаю, когда они достучатся, скажет, что мы, такие, нахуй, из Башкортостана, Татарстана, хотим помочь Украине, что мы возьмем, как говорится, на себя вот эти обязательства, что мы, ну, так скажем, дадим, как говорится, бой, блядь, нахуй, этому путерской сраной армии, блядь. Вот примерно так. Поэтому я считаю, что, ну, Зеленский должен сейчас конкретно уже, так скажем, американцам, нахуй, ставить ультиматум, блядь, нахуй. Не хотите, нахуй, помогать, идти, нахуй, не лезьте тогда. Не лезь, нахуй. Не лезь, блядь. Мы разберемся. И у него должен быть аргумент. Как ты разберешься? У тебя же нет помощи. Там европейцы всего лишь 20-30 тысяч только хотят послать миротворца, блядь. Охуяк, блядь. У него есть армия, нахуй, из Башкортостана, с Татарстана, с Ичкерии и Дагестана, блядь. Вот моя армия. Армия мусульман, блядь, которая надерет жопу, нахуй, этому пидору узкожопому Путлеру, нахуй, блядь. И всей этой хунте ебаной, блядь, которая сидит там, блядь, в болоте, нахуй, этой московской. Вот наша задача, понимаете? Как это сказать, блядь? Я уже долблюсь, я не знаю сколько, блин, в этот ебучий, нахуй, YouTube, блядь. Никак не могу, нахуй, сука, блядь, аудиторию, блядь, нахуй, правильную, блядь, к себе, блядь, подвести. Одни какие-то, нахуй, блядь. Хуй поймешь кто, блядь, который, блядь, да, ты класс, блядь, и нихуя, нахуй, блядь, выше Ютуба нихуя прыгнуть нельзя, блядь. А другие, которые имеют столько, блядь, людей, они не говорят об этом. Они муму ебут, блядь, конкретно по другим темам, блядь, вокруг да около. Они вроде бы идут и хуяк, нахуй, где-то на 99 градусов куда-то поворачивают, в задницу куда-то. И тебе начинают говорить, вот там, блядь, в Сирии, вот там Палестина, ой, бля, вот это хуйня, блядь, вот это, нахрена, блядь. Как насчет того, чтобы начать у себя? А, тут люди пошли. У себя вот именно мы не можем начать. Как нам, блядь, начать у себя, блядь? Вот как нам? Туда о чем? Я уже 1000 раз на это отвечал. Ковер-самолет, что ли, у меня есть туда прилететь? Как я туда прилечу и, получается, людей буду, как говорится, оружие давать им раздавать? На, тебе там. Как это, я не знаю. Как можно, блядь, в Пидорасию войти, блядь, оружейным способом? Че, Казахстан мы зайдем, что ли? Если Казахстан спит, откуда мы зайдем, блядь? Кроме Казахстана, там у нас ничего нет других границ, блядь. У Кувандыка одна граница — Казахстан. И когда мы, если хотим зайти в Башкортостан, надо топтать земли Казахстана. Но земли Казахстана тоже, кстати, в аренде, как говорится, у этой Пидорасии в данный момент, блядь. Они как бы не владеют своей землей, так скажем, на 100%, блядь. Если уж на то пошло, блядь. У них своя хуйня там творится, блядь. Не могут сами с собой разобраться. Какой там нахуй мы, блядь? Мы вообще там ни в пизду, ни в армию пока до них, блядь. Поэтому это сложный вопрос, я уже 1000 раз об этом говорил. Поэтому я и начал читать историю Алдар-Батыра. Вот эта история Алдар-Батыра все порешает, всем, блядь, покажет, всем докажет, и как бы я его потом когда-нибудь буду читать еще. Вот эфир, когда у меня нормализуется, пока только вон в эфире один человек только появился. 43 минуты, никого нет в эфире. Потому что блокирует, блядь, мне YouTube постоянно. Так что, главное, я уже предочился, уже мне похуй, блядь, на это YouTube, по сути, даже, блядь, нахуй. Записываю, потом я его сжимаю, это скорость добавляю, блядь, и закидываю, нахуй, везде, блядь. Даже удобно, нахуй. Да зато никто, нахуй, не блокирует, блядь, нахуй. Кому, нахуй, это все нужно, блядь. Понимаете? А когда ты в эфире сидишь, блядь, нахуй, и мучишь, блядь, Путина, нахуй, тут, нахуй, набегает эта мразь узкожопая, нахуй, и начинает, блядь, гнида, нахуй, кидать страйки, блядь. Как будто, нахуй, я именно лично их иду убивать, нахуй, блядь. Ну, такие ебанутые люди, блядь, сука. Так, ладно. Но почитаем этот новости и дальше пойдем это по Куштау, блин. О чем мы тут говорили еще? Так, насчет этого я прочитал. А, вот это, инсайдер ЮА пишет. Европейские страны работают над немедленными поставками оружия в Украину. Инициативу возглавляют британцы, французы и немцы. Надеюсь. Блять, лишь бы они не облажались. Это, конечно, хорошо, но почему раньше нельзя было это делать? А потому что, нахуй, когда в жопу индюк клюнет, только тогда. Как сегодня тоже вот чувак тут написал, что то же самое, что еще буду терпеть, вот как мой подписчик пишет, пока пить не начнут за разговоры не на русском. Вот то же самое. Это тоже можно добавить сюда же. Пока, как говорится, по башке, нахуй, Башкортостана и Татарстана, как говорится, не будут стучать, нахуй, они не станут. Вот и все. Поэтому наша задача
Наша задача, мы, ну, так скажем, на том пути, чтобы разбудить Башкортостан с Татарстаном, Ичкерию, Дагестан и так далее. Но все делают как-то через жопу, нахуй, я не могу понять, блядь. Почему-то они не говорят напрямую, что нужно уничтожать Москву. Почему-то ничего никто не говорит. Вот заметьте, блядь, нахуй. Почему же я это говорю, блядь? Потому что я реально хочу уничтожить Москву, нахуй. А они нет. Они просто, нахуй, по пизде ладоши. Пиздят, нахуй, лишь бы, блядь, эфир был какой-то, блядь. О чем-то, блядь. О чем? О чем? Где стоит тут враг, нахуй, номер один, блядь, этот Гитлер-Путер, нахуй, вот этот сраный, блядь. О чем может быть речь идти, блядь? Так, вот здесь вот. Так, Эйдман Ньюс закинули тоже новость. Братан один, так, почитаем. Почему им мешает Зеленский? Сейчас